Молочный цех в агрокомплексе «Инта Приполярная» продолжит работу. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Попов. Напомним, в начале августа появилась информация о закрытии молочного цеха и вывозе коров в Прилузский район. По словам депутата, проблема реорганизации предприятия возникла уже давно. К сожалению, «Инта Приполярная» показывала устойчивый убыток, именно молочный цех. И эта цифра исчисляется десятками миллионов рублей. Продолжать финансировать на таких условиях тоже нет возможности. Сегодня есть предложение о том, чтобы там сократить стадо, но оставить это носитель породы, это стадо, которое является производительным для того, чтобы продолжать холмогорскую породу, и оставить там сегодня взрослых коров, продолжать выпускать продукцию, которая пойдет на нужды социальной сферы Инты, но молодняк переместить в Южное, где он будет более продуктивен, где он будет использоваться эффективнее и где он будет лучше кормиться. Конечно, мы относимся положительно. Нам необходимо это производство. Молочную продукцию мы берем и в школы, и в сады. На сегодняшний день договоры уже подписаны на это полугодие и будем брать дальше. Конечно, это и рабочие места, даже если сейчас принято решение уменьшения поголовья. Да, я понимаю, потому что у нас коровник, где находились телята, он в плачевном состоянии, он аварийный. И сейчас при уменьшении стада оно уже поместится в одно помещение, именно в то помещение, которое в хорошем состоянии. Как отметил Александр Попов, задача депутатского корпуса – обеспечить, чтобы все договоренности, которые сегодня достигаются между трудовым коллективом, администрацией предприятия и Министерством сельского хозяйства, были выполнены. Чтобы не все, о чем договорились, было реализовано. Потому что любая точка, которая вдруг начнет замалчиваться, это источник возмущения, раздражения и на самом деле источник несправедливости. Поэтому вот моя задача как депутата от Интинского избирательного округа обеспечить полноценное обсуждение, обеспечить диалог и реализацию намеченных, обговоренных планов, согласованных планов с минимальными издержками. При этом, как отмечается, все работники молочного цеха будут трудоустроены. Если у кого-то возникнет желание переехать на новое место вместе с молодняком, то такая возможность будет предоставлена. Те же, кто решит остаться в Инте, смогут продолжить трудиться в агрокомплексе. Они займутся развитием оленеводства. Это направление для предприятия самое перспективное. Будут вложены дополнительные средства и созданы новые рабочие места. Речь о глубокой переработке оленины. Сейчас в стаде больше 20 тысяч голов оленей.